Все, практически наша конструкция готова. Теперь Но мы нам не надо- поджигаем еще. Нет. Теперь нам надо разобраться с нашей крышкой. Крышкой. Так, у нас есть фольга, и чтобы была больше плотность, мы замотаем фольгой наши края. Я сейчас покажу, как это. Отрываем просто кусочки, складываем пополам и вот так вот облепливаем. Помогу. Вот так? Да, просто вот так. Раз-раз и обмотаем. И теперь мы берем пресс. Нам нужен пресс, чтобы придавить крышку. Нам нужна максимальная плотность, чтобы дым минимум выходил. Так. Это у нас крышка для цыплят табака. Она тяжелая, где-то килограмм 5. И мы когда-то, может, тоже будем готовить цыплят табака. Аккуратно, не 10. уроняй. Не урони на ногу. Не уроню, давай положи, он очень тяжелый. Так. Все. Теперь наша рыба уже просолилась. Это я уверен. Достаем нашу рыбку. Мою красавицу. Так. Стряхиваем немножко воду. То, что у нее во рту осталось. И кладем вот сюда. Давай, эту я положу. Давай. Так? Да. Чтобы хвост у нее был в фольгу. В фольгу, в фольге. В блюдечко. Да. Все, мы выложили рыбу, она у нас уже готова. Это все? Да, теперь нам нужно просто закрыть крышкой. Так. Притрамбовываем. Теперь. Хорошенько притрамбовать, да? его? Да. Так. Теперь наш пресс. И все, наша конструкция полностью готова. Все, Гера, это последний наш пункт, или мы что-то будем делать? Поджигать снутри, например, мы не будем? Нет, мы просто сейчас поставим на огонь, и оно само внутри будет лить. Отлично. Давайте помогу. Давай. Комфорт. Все. Так, И поджигаем. Все. Ну вот и все. Да. Да? Что мы будем делать за это время и сколько нужно времени для того, чтобы прокоптилась рыба? Пока мы отдохнем, а рыба коптится 15 минут, после чего мы выключаем газ и оставляем на 20 минут настаиваться. Отлично. Aziz teleseyircilerimiz, sizlerge daha bir kere hatırlamak isterdik ki bugün biz balıkını böyle acayip şekilde pişireceğimiz, hazırlayacağımız. Nasıl deseniz tütün üstünde o pişirecek. Giray, sen biliyordun ki dünyada en böyle zehirli balık bu fugu balığı. O aslında Japonlar onu pek yaxşı pişirmeye bilirler. O delikateski bir sayılar ve eğer bir aşçı onu doğru şekilde pişirmese insan onu aşıp da ölebilir. Да, действительно, фугу опасная рыба, она может привести до летального исхода, если ее правильно не приготовить. Demek dostlar, eğer siz bir şekilde bu fugu balığını pişirmeye isteseniz, siz bunu yapmanız. Çünkü bu balığını tek mütehassıslı aşçılar pişirebilirler. Ты нам рассказывал в начале передачи, в начале нашего выпуска, ты говорил о том, что ты очень-очень-очень любишь копченую рыбу, и у тебя есть какая-то детская история. Что это за история? Действительно, скумбрия – это моя любимая рыба. Каждый раз, когда Вашка возвращался с работы, зимой особенно, он приносил копченую скумбрию, я ее очень любил. Ну, вот летом у нас сложилось так, что мама не разрешала ее покупать, потому что летом, ну не знаю, что он будет свежий или нет. Ну да. Просто дымом жидким закрасят ее и все. Подадут как действительно копченую. И вот она не разрешала, но я все равно так хотел. Один раз я маму не послушал и отравился. К сожалению, да, бывает такое. Да. Когда ты впервые приготовил рыбу? Именно копченую? Да, именно копченую. Буквально
5 дней назад. То есть И совсем недавно. сразу у тебя все получилось. Где ты Да. нашел рецепт этой рыбы, где ты нашел инструкцию этой конструкции, как ты это готовишь? А мы с моей макашкой сами придумали эту конструкцию. Просто думаем, если обычная коптильня там так она устроена, то почему не сделать вот так вот? Мгм. И мы построили эту конструкцию. Герай, я знаю, что существует два вида копчения. Это холодное и горячее. Чем они отличаются друг от друга и какой вид копчения сегодня используем мы? Мы используем горячий вид копчения, а отличаются они по консистенции. У горячего вида копчения у него консистенция у рыбы, как у запеченной, более рыхлая. А у горячего вида она коптится, вот такой вот мангал стоит. И у него есть вот такой шкафчик, то есть мангал должен быть длинный. Вот здесь поджигают щепки, он вот так закрывается. И там есть такое отверстие, куда вот так подвешивают шкафчик рыбку, закрывают этот шкафчик. И там есть отверстие, куда вот это вот дым проходит. И она, получается, тлеет и коптит эту рыбу. И коптит по холодному. Ну, это холодное копчение, оно действительно вкусное. Я думаю, холодным копчением я тоже скоро займусь. Дорвусь до этого дела. Отлично. И мы, конечно же, мы будем это все показывать нашим телезрителям, делиться своими секретами. И Герай всегда готов делиться с нами своими секретами и научить нас правильно и вкусно. И самое главное, полезно питаться. Герай, скажи, пожалуйста, только рыбу можно коптить, либо с помощью вот этой коптильни можно коптить что-либо другое? Нет, на самом деле можно коптить конину, баранину, говядину, птицу. Я, например, пробовала коптить курицу. Я еще хочу попробовать коптить курдюк. Я множество буду идей искать, что там можно закоптить. И я обязательно хочу этому научиться и с помощью нашей передачи. Я думаю, наши дорогие телезрители тоже всему научатся. Еште aziz teleseyircilerimiz, sizga yana xatirlamoq isteridikki, bugun biz ajoyib shaklda, ajoyib suratda biz baliqni pishiramiz. Elbette bu tutun ustunda pishirilgan baliq çok lezzetli olacak, men eminimki. Ve elbette siz Giray meni de o'g'retdi ve men eminimki siz de o'g'reneceksiniz. Ve eğer teessufki öyle olsa, siz bir mahsulatni unutsanız ya da onu ko'rmasanız, siz mutlaka şimdi bizim programımızı bakınız. Çünkü tamam sizler için bizim reseptimiz daha bir kere tekrarlanacak. İşte aziz teleseyircilerimiz 35 daha çok tez geçti ve elbette biz bizim dımlı balığımızı sizlerge takdim etmeye aşığımız. Ну что, все готово? Да, уже Сервируем? все готово, да. Давай. Достаем нашу досточку, куда мы будем выкладывать нашу кастрюлю. И транспортируем. Да. Опа. Убираем нашу крышку. Она нам больше не понадобится. И открываем. Ой, çok lezzetli kokuyor dostlar. Все, наша рыба уже готова, она прокоптилась, и она немножко разорвалась. Разорвалась из-за того, что когда она коптится, высокая температура, кожа натягивается и просто разрывается. Но это лучше, чем магазинная рыба. То есть мы уже можем все сервировать, да? Да. İşte aziz dostlar, endi bizim tutunda pişirilgan bizim balıklarımız hazırda demege mumkin ve biz eminmizki ular çok lezzetli, çünkü ular çok lezzetli kokuyorlar. Как ты думаешь, получилось у нас то, что мы планировали? Получилось. Во-первых, натуральный цвет. За вкус я точно ручаюсь, будет 100% вкуснее, чем в магазине. И без всяких
красителей, ароматизаторов, ничего лишнего, все натуральное, все есть у каждого дома. Даже была история такая, когда мы купили копченую рыбу, а ее просто помазали жидким дымом, и она внутри сырая. Да, иногда и такое бывает. А это домашнее, полезное, и так можно коптить все, что угодно. Ну, давай уже попробуем, потому что я уже с нетерпением этого жду. Возьми тебе, мне, Илья. Мгм. Очень нежный вкус, очень сочная рыба. И я думаю, что мы достигли того результата. И главное, есть тут та копченая нотка. Очень вкусная. И самое главное, что она очень сочная. Правильно? Да. Кстати, ее надо подавать холодной. У нее тогда более ярко выраженный копченый вкус, и она будет лучше резаться. Ну, это холодная закуска, да, может быть? Да. Білесіңіз кездесі сержілер, біз геранин бақылымыз нечін десеңіз, чүнки біз яны емекні пішірмеге огрендік, де сізні бұл яны емекні пішірмеге огреттік. Әлбетте, достар, Миле телеканалында әршей сізлер үшін япыла. Аштатлы olsun. Көрішмек үзре сағлық мен қалыңыз, біз әле дайым олыңыз.